Решается вопрос и об аресте этого человека в области Медведева. Ай, молодец. Покажите, где подозреваемый в изнасиловании 7-летней девочки дает показания на месте преступления, но все сделано так, что не обеспечить местных жителей, которые опасаются, что те по-прежнему могут устроить самосуд. Подозреваемый Алексей Жиский рассказывает, как и что происходило в тот страшный день. Спокойно, прямо в этих днях, говорит, не пошли домой. Сказал, что никому не говорили, я пошел. Эта история уже оказалась причиной громкого скандала. Напомним, 19 июля мама пострадавшей девушки обратилась в органы внутренних дел. Подозреваемого задержания в России, тот, конечно, объяснил, что ни при чем. Вообще, подобного рода преступлениями должен заниматься Следственный комитет. Милиционеры туда позвонили, но, как выяснила прокурорская проверка, следователи работают в Следователь, несмотря на получение телефонного сообщения о совершенном преступлении, отказался прибыть в дежурную часть и дал незаконное указание получить объяснение от задержанного и отпустить его. Милиционеры так и сделали, подозреваемого опросили и отпустили. Это, конечно, очевидная халатность. Звонок следователю и отказ следователя выехать на